Мир вам, братья и сестры. Очередной якутский ножик готов. Ножны из можжевельника сделаны, обтянуты бычьим хвостом или коровьим растительного дубления, дубовой корой дубленное. То есть держится плотно, не потеряете. Кольцо это очень прочное, оно такое вот, это кожа целиком без узлов. Без узлов, без швов, короче, она кожаное кольцо одето и через этот вокруг ножен. В общем, сам не выпадет, вынимается одной рукой, если надо. То есть пальцем сюда упираетесь и вот лезвием вверх по-якутски. Вот такой вот нож. Травление хлорным железом, 9 ХС металл, с одной монтаж, чопики плюс эбоксидка, примерно до сюда. Хвостовик доходит. Вот и покажу, как в действии. Это вот рог лося. Вот. По всей длине. Ну, специально им, конечно, кости рубить не стоит. Тут угол заточки такой, что градусов 20, наверное. И тем не менее, то есть заточку держит. Остался кусочек пересохшей транспортерной ленты. Вот вместе с кордом нормально. По дереву покажу. Вот, с кусочку даже без проблем. Стружечки. Можно такие вот делать, тоненько стружечку снимать, вот так вот заворачивать прямо. Коровий хвостик. Надо показать, что... Опс. Ее видно, да, что он волос вообще без проблем тут режет. И по коже самой. Стараюсь медленно, на весу. Кожа такая деревянная, уже высохшая. Так. И по газетке теперь. Двумя пальчиками. Неудобно тут. Что-то я волнуюсь немножко. Ну, в общем, примерно так. Если в ножнах будет слишком туго ходить, ну, допустим, прозевали, не смазали вовремя ножны, то вот просто обычной наждачкой в трубочку свернутой такой вот так вот его пальчиком. И устья ножен обрабатываете до тех пор, пока приемлемо не будет заходить, но старайтесь не переборщить, чтобы плотно держался, так меньше шансов потерять. В общем, всего самого доброго, до свидания.